древних мифах чеченского народа говорится: в давние времена в горах жил Нат-Пхармат, Прометей. Пхармат был искусным мастером. За добрые слова он выковал для нартов мечи, щиты, кольчуги из холодной бронзы. Согласно древним законам, оружие – неотъемлемый атрибут чеченского мужчины. Обладание им не привилегия, а право, умение им владеть – необходимость. Предки вайнахов, в переводе с чеченского «наши люди», обязаны были встречать свое совершеннолетие защитниками своего тейпа, готовыми отразить набеги соседей и провести свой лихой набег. Совершеннолетие у чеченцев наступало в 15 лет. К этому времени юноша должен был усвоить все навыки воина – искусство наездника, стрельба из ружья и пистолета, джигитовку шашкой. А его неразлучным спутником на всю жизнь становился кинжал. После обряда инициации опоясывания кинжалом, джигит снимал его лишь на ночь, кладя на правую сторону, чтобы иметь возможность схватить оружие при неожиданном нападении. Наш рассказ об оружии как факторе культуры чеченского народа, как историческом источнике для раскрытия тайн драматических и героических судеб создателей и носителей этого оружия. В издательстве «Клуб Кавказ» в 2001 году выходит книга «Чеченское оружие», которая посвящена одной из неизученных страниц жизни чеченского народа. До появления этой работы наука располагала довольно скудными сведениями о развитии оружейного ремесла у чеченцев. Архивные материалы почти не содержат сведений о мастерах-оружейниках, которые были, как правило, бедными людьми. Их доход был ниже уровня налогового обложения, поэтому они не интересовали царскую администрацию. Да и в советское время изучение оружейного мастерства в официальных госучреждениях республики не поощрялось. В итоге целая область ремесла и искусства осталась почти утраченной, не оставив о себе памяти. Автор книги Иса Асхабов в самые тяжелые для чеченского народа годы войны взялся за этот исторический пробел. И мне было интересно как-то изучить эту историю, чуть больше узнать. Когда мы вернулись на родину в 1966 году, то я не нашел ни одного исследования по чеченскому оружию. В то время нашей научной общественности, нашим ученым, по сути, запрещалось, или даже, можно сказать, не поощрялось исследование оружия. Потому что это как-то, может быть, не знаю, слово не совсем удачное, или к национализму, или к экстремизму можно было отнести тех молодых людей, которые пытались эту работу проводить. Секреты мастерства передавались по наследству, и лишь внезапная смерть могла унести тайны мастера. Народный поэт и исследователь культурного наследия чеченцев Ахмад Сулейманов пишет: «Никогда секреты мастерства не передавались всем потомкам, тем более в юном возрасте. Дед к внукам, отец к сыновьям, приобщая к ремеслу, присматривались годами. И только уже зрелому человеку, убедившись в правильности своего выбора, передавали основные секреты изготовления клинков». Вплоть до 15-16 века чеченцы пользовались в основном собственным сырьем, добывая железо в горах. К кузнечному делу и работе кузнеца в народе относились с большим почтением. Принадлежность кинжала к национальному костюму, обязательное ношение с черкеской с 15 лет способствовали сохранению качества клинков, улучшению отделки их ножен и рукоятей. Традиции изготовления оружия среди чеченцев появились, наверное, с того самого момента, как чеченцы появились на земле. Необходимо было оружие для того, чтобы защищаться, для того, чтобы добывать себе пропитание охотой, для того, чтобы отстаивать свою честь и свободу. Это было необходимой частью жизни всего чеченского общества. Оружие – это не только орудие убийства, грубо говоря, способ оружия для защиты, но и показатели, как я сказал, большого происхождения, достатка. Главным украшением гостевой комнаты чеченца являлось оружие. На стенах, коврах развешивались шашки, сабли, кинжалы, ружья, пистолеты. Рядом висела бурка, а также плеть, украшенная серебром. С ними хранилось и дорогое убранство коня – седло и уздечка. Это наш чеченский кинжал. Он был самый большой по величине. Они были 3 видов. Первый – так называемый гостевой. Его мужчина брал, если шел в гости.
Он был весь украшенный серебряной ковкой, и рукоять, и пояс, и ножны. По длине он был коротким. Второй – повседневный, для домашнего хозяйства, зарезать скотину, домашнюю птицу и так далее. Его можно было носить в кармане. Третий – он самый большой по величине и применялся в боевых сражениях. Долг каждого сына-наследника – беречь наследство отцов. Почему? Потому что если забудешь наследие отцов, оставишь его и не продолжишь, что получается? Не формируется народ. Кавказская бурка являлась истинно воинским одеянием, отличалась суровой красотой. В далекие времена горцы Кавказа, восхищаясь орлами, создали себе облачение, подобное их могучим крыльям. Бурка укрывала от холода, дождя и ветра. Рукава у нее отсутствовали, что позволяло под буркой держать оружие наготове. При любой неожиданности ее легко сбрасывали и приступали к бою. Она же служила и постелью. На одно крыло можно было лечь, другим крылом укрыться. Папаха же заменяла подушку. Оружие служило и залогом дружбы – куначества. Известен в истории факт дарения шашки чеченцам Месарбиевым великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому. Садо позвал меня к себе и предложил взять, что мне понравится. Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое, но он сказал, что сочтет это за обиду, и принудил меня взять шашку, цена которой, по крайней мере, 100 рублей. В свою очередь, Толстой подарил своему кунаку замечательный пистолет, изготовленный тульскими мастерами. Еще с раннего детства мой отец держал меня за дверью, чтобы быть на подхвате, оказать любую услугу пришедшим в дом уважаемым гостям. Среди них были и старики-долгожители, которым перевалило за 100 лет. Я очень внимательно слушал и помню их рассказы. Наша чеченская сабля была ровная и немного искривленная в наконечнике. Ею в бою владел имам, который был впереди войска, и наиб, который был всегда рядом. Случалось, что смертельно раненый имам, падая с коня, втыкал свою саблю в землю, и только наиб имел право ее взять. Еще были бойцовская сабля, тяжелая и большая, для пеших воинов, и сабля для всадника, легкая и гибкая. Еще в начале 17 века отмечали наличие у чеченцев огненного боя – ружей. Капитан генштаба Нондерстам в описании Чечни за 1834 год сообщает: «Ружья у них вообще хорошие, стреляют метко. Их ружья бьют гораздо дальше наших солдатских ружей, и они стреляют лучше наших солдат». Наряду с венгерским, крымским и русским оружием были ружья местного производства и назывались у чеченцев «мажар-топ». Вот так вот, если представить, то горцы в то время, это Чечня, Дагестан, противостояли Великой империи в течение 25 лет вот с этим, можно сказать, вот таким скромным оружием. Ружье, шашка, кинжал, пистолет. Это было оружие, которым горцы противостояли 25 лет. Местные мастера сами наладили производство сначала фитильного, а затем и кремниевого оружия в башенных поселениях Шикарой, Карт, Салги, Шуан и других. В Чечне в XIX веке широко были известны ружья, сделанные мастером-оружейником по имени Дуска из аула Дарго. Имам Шамиль, по рассказам старожилов, наложил запрет на продажу противнику ружей Дуски под страхом смерти. И тогда казаки изделия мастера могли приобрести только через своих кунаков. Кроме ружей, Дуска изготовлял и пистолеты. Запрет на изготовление огнестрельного оружия царскими властями после Кавказской войны привели к угасанию их производства. Полное покорение Кавказа и дальнейшее совершенствование русского оружия положило конец изобретательности и настойчивости горцев. Во всяком случае, она, горская винтовка, исполнила свою службу и была образцом для усовершенствования оружия в дальнейшем. И в свое время была лучшим оружием, пишет русский ученый, краевед Григорий Поразрителев. Наряду с оружейным производством следует отметить особенности чеченского национального костюма. Уже с XVIII века горцы имели совершенную одежду воина – это бурка, черкеска, военное снаряжение. Если лошадь для чеченца была другом, шашка невестой, то бурка – верта на чеченском – являлась его домом. Их изготовляли женщины практически во всех аулах. После пленения имама Шамиля в 1859 году и завершения войны в Чечне и Дагестане царская администрация вплоть до 1914 года систематически предпринимала различные меры по изъятию у населения оружия и уничтожению его кустарного производства. Эту же эстафету приняла и советская власть.
Так, в 1925 году была предпринята карательная операция поголовного изъятия оружия у населения, которая произвела эффект грома среди ясного неба. Погибли множество мастеров целыми родами, сгинули секреты, они потеряли возможность производить, они разучились. Кроме того, советской властью это было строжайше воспрещено. Культура невозможна, если ты физически не существуешь. А не существовать ты мог в любой момент, если при тебе не было оружия. Так что оружие было первым и самым необходимой вещью для любого чеченца. В 1944 году, 23 февраля, в день депортации чеченского и ингушского народа в Среднюю Азию, наряду с оружием изымались Коран, фамильные общинные летописи, рукописи на арабском языке. Они свозились в Грозный, сваливались в кучу в центре города и на глазах у людей сжигались. Разоружить горца означало страшно его унизить. Оружие для горцев было больше, чем необходимая вещь обихода. Это был предмет их гордости, атрибут мужественности и свободы. Но я надеюсь, что все-таки мода, кстати говоря, вернется, мы ее возродим успешно. И вместо различных кинжалов, ножей американских, российских, японских, которые таскают наши охотники, путешественники, туристы, все-таки люди будут носить все тот же наш простой, но надежный чеченский кинжал.